С наступлением жары в Бишкек-водоканал посыпалось большое число жалоб на дефицит воды. Особенно нехватка отмечается в южной части столицы. У жителей многих районов возникли проблемы с напором. Все это следствие нерационального использования воды. Жители с помощью питьевой пытаются охладить свои дворы, а другие даже свободно оставляют колонку включенной, проводят шланги до огорода и поливают круглосуточно. Общая площадь моего участка 5 соток, но огород мой занимает 2 сотки. Посадил помидоры, огурцы, зелень понемногу. Также есть клубника и малина. Но участок небольшой. На полив у нас есть разрешение. Мы оплачиваем в горводоканал за поливной сезон. Разрешают поливать только в определенное время. А что делать? Ирригационная система полностью нарушена. В арыках нет воды. А чем поливать? Поэтому городские службы и разрешили использовать питьевую воду для полива, учитывая, что другого выхода у бишкекчан не остается. Но есть правила правильного пользования. Чтобы не было дефицита в дневное время суток, поливать рекомендуется ночью с 12:00 до 5:00 утра. Острая проблема с нехваткой питьевой воды возникает в летний период. Как вы сами видите, у многих вода остается включенной весь день. Огороды поливаются у всех хозяйства. Проблемы существуют в основном в жилых массивах. Жители нерационально используют воду, а потом жалуются на слабый напор. Сейчас мы проверили несколько домов, и у всех отсутствуют квитанции на оплату именно полива. Хотя мы разрешаем, но никто не оплачивает услуги. Сумма небольшая. За один поливной сезон, а это 5 месяцев, с мая по сентябрь, абонентам необходимо оплатить 1115 сомов. Но все зависит от площади участка. Это средняя цена. Так как при подаче питьевой воды расходуется немало средств, то есть на ремонт, на поддержание, водоканал составил эти тарифы. Однако мало кто оплачивает в горбюджет деньги за полив. Многие горожане просто игнорируют эти правила. Бишкек-водоканал обеспечивает артезианской водой город путем бурения 300 скважин. Не работает ирригационная система, у жителей нет доступа к поливной воде, и нерациональное использование питьевой воды приводит к острой ее нехватке. В связи с этим на все абоненты, которые находятся на территории частных секторах, мы летний период выставляем счет на оплату за полив. Это в этом году 1115 сомов за 5 месяцев. За один сезон поливной? Да? За один поливной сезон 1115 сомов. Это из расчета полтора соток и есть ниповские нормы, где предусмотрено 6 литров за 1 квадратный метр. Из расчета получается 1115 метров за один сезон. И трудности в основном возникают в верхней зоне или в нижней? В нижней жители много жалуются на то, что у них вообще даже не то, чтобы для полива нет питьевой воды, в новостройках Нет, у нас в принципе везде одинаковое давление, они все закольцованы. Давление воды везде примерно одинаковое. Но в верхней зоне почему нет? Потому что вода все-таки, наклон земли в городе Бишкек расположен, что вниз уходит на северную сторону. Поэтому вода больше уходит на северную сторону. И в южной части иногда летний период из-за того, что нерациональное использование воды, бывает временное отсутствие воды на некоторых улицах. 250 тысяч абонентов, из них 240 тысяч составляет само население, 96 тысяч – частный сектор. Как отмечают специалисты, именно в последнем возникают трудности. Элиза Балбакова, Телек Джуматаев, Нью ТВ.